Сьогодні команда Зеленського нарешті зробила заяву про кримських татар. Репресії проти кримських татар отримують правову оцінку. В свою чергу міжнародне співтовариство має підтримати позицію про компенсацію їм моральної і фізичної шкоди. Про це заявив радник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков на прес-конференції у понеділок. Давайте послухаємо. Был ответ Владимира Александровича Джемилеву абсолютно о том, что крымские татары на сегодняшний момент находятся в очень тяжелом положении, в том числе и в рамках преследований, которые осуществляются, и репрессий, которые осуществляются со стороны Российской Федерации в Крыму. И этому будет дана и правовая оценка, и я думаю, что на международной арене должна будет быть оказана поддержка в компенсации за тот моральный и физический ущерб, который получают татары. Кроме емоцій нічого не буде. Ну а щодо законопроекту про кримсько-татарську автономію, він закликав виходити з тих можливостей, які будуть. І про це радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів в ефірі телеканалу АТР. Давайте і це послухаємо. Крым. Все те проблемы, с которыми столкнулся сегодня крымско-татарский народ, и все те чаяния, которые есть среди крымских татар, они должны будут быть реализованы. Чому лише коли повернеться Крим, якщо зараз в Конституційному суді... Це механізм повернення Криму, один з механізмів. Чому аж після повернення Криму Вы зараз не понимаете, можна? если мы говорим про юридический механизм, то, к сожалению, Российская Федерация абсолютно с нигилизмом относится к любым юридическим механизмам. Если вы даже проведете аналогию с так называемым референдумом, это все что угодно было в 2014 году, но это не референдум. Точно так же, как потом они повторяли эту же историю в Донбассе под стволами автоматов, пулеметов и танков. Поэтому говорить о том, что Российская Федерация будет как-то обращать на международные нормы юридические, к сожалению, сегодня не приходится. Потому что если бы они хотя бы... Ахтем-ага, вам слово. Но это лишний раз подчеркивает вот тот цинизм, который некоторые хотят представить как незнание проблематики крымских татар, да, и оккупированной территории. Это на самом деле, как это так не знать, что с неба упали, что ли, 5 лет оккупации, 5 лет жестокой борьбы против оккупанта, и представить это в форме, что на международных площадках нам что-то компенсируют. 3 года я отсидел, может быть, это и можно компенсировать какими-то деньгами, но смерть моей матери, пока я находился в тюрьме, кто будет компенсировать? Он так и не понимает, и команда его не понимает, что речь идет о борьбе против врага, оккупанта, за целостность России. Вот те страдания, лишения, смерти, это цена вот этой борьбы. О какой компенсации? Настолько быть циничным, они очень схожи вот в этом цинизме, вот с такими, как Путин, которые исчисляют жизни людей, исчисляют вот это вот вещи, как достоинство, честь. Я с ними просто общался в этих тюрьмах, да, с его приближением. Они не понимают ценности. Вот эти ценности, присущие свободному человеку. И что это значит, юридический аспект? Это опять-таки не непонимание нашей проблемы. Это ее попытка снивелировать и увести куда-нибудь, вот знаете, в обсуждение, которое мы 25 лет проходили. Сегодня придание статусу крымско-татарской национальной территориальной автономии, это я бы сказал, это долг и обязанность этого государства, которую мы своей кровью, порядочностью вынесли за эти годы, борясь и строя независимую Украину. Это акт высшей степени справедливости по отношению к нам. Это, в конце концов, серьезнейший инструмент на возвращение Крыма на международных площадках. Это означает о том, что борьба будет иметь четкие видения, критерии на территории Крыма и на международных площадках. Вот это не незнание темы. Я же говорю, ты можешь ее не знать, но ты, идя в столь серьезную политическую борьбу за кресло президента, высшее должностное лицо страны, формируя команду, они должны были вот по всем этим кричащим хотя бы вопросам иметь направление и ответы на разрешение, да, чтобы мы это слышали. Нет, шло манипулирование, они не заморачиваются,
цинизм, если будет дальше также озвучиваться, Мустафа Джемилев, вы хотите мне сказать, что, вернее, он что, хочет сказать, что он первый раз эту фамилию услышал? Человек, который является одним из моральных авторитетов этой державы, этой страны в столь тяжелые годы, помочь на международных институциях, площадках, отстаивать и помогать в борьбе за независимость, в борьбе за восстановление территориальной целостности. И вот такое пренебрежение Джемилев, это вот как нас называют вот эти вот кремлевские фашисты. Именно они называют Мустафа Джемилев.